Ну, на сегодняшний день нужно констатировать, что обстановка эпидемиологическая ухудшается, как, в принципе, и прогнозировались. Такого обвального ухудшения нет, но, тем не менее, такое поступательное усиление эпидемического процесса мы сегодня наблюдаем. Как я уже говорила, это было прогнозируемо. Мы как-то готовились к этому. В плане, скажем, статистики по республике нашей за вчерашние сутки прирост составил 56 случаев, и, в общем, у нас на сегодняшний день статистика положительных случаев 90. Но 56 случаев – это как бы в связи с тем, что у нас вчера статистика немножко менялась, ведение статистики возложили на субъекты, поэтому немножко вот такая пересменка как бы была, это накопительный эффект. А так, учитывая результаты вот за сегодняшние сутки, то, что было сегодня, то, что у нас пойдет в отчетность, в среднем прирост количества инфицированных за сутки составляет где-то 30-40 человек. Но, скажем так, неблагоприятным фактором является то, что все-таки увеличивается количество госпитализированных. Как мы уже говорили ранее, при коронавирусной инфекции где-то 40% населения, в смысле инфицированных, это люди с бессимптомным течением. То есть они практически являются транзиторными носителями. Они где-то взяли этот вирус и кому-то передали этот вирус. А остальная часть, 60% инфицированных, заболевание может протекать вначале, может быть, в виде как катаральной ангины, либо фарингита, бронхита, но обязательно идет повышение температуры. Это обязательный признак у всех заболевших, вот, которых мы наблюдаем сейчас. Ну и самый тяжелый случай – это, конечно, пневмония. А вот то, что касается пневмонии, у нас сейчас в стационаре тяжелые больные лежат, и 9 человек из них на ИВЛ. Поэтому вот напрягает, вот особо, скажем так, негативным является именно вот рост количества тяжелых случаев и рост тех людей, которым сейчас нужна вот именно такая принудительная вентиляция легких, когда подключаются к аппарату ИВЛ. Вот эта вот группа у нас, вот этот контингент больных у нас находится в группе риска. К сожалению, большая часть из них это тяжелые, в принципе, подавляющее большинство тяжелых это люди старше 60 лет. То есть наиболее уязвимая категория, как уже много раз говорилось. По-прежнему продолжается массовый приезд в республику населения, людей, которые находились в других регионах, особенно в Москве, поскольку там вводятся такие жесткие карантинные мероприятия, без пропусков нельзя будет не выходить, не выезжать. Наверное, вот наши граждане, сограждане, наши жители, которые там находились, они решили вернуться домой. Работа проводится именно с такими людьми, которые приезжают? Ну, наши сотрудники, у нас существует, работает постоянный пост. Во-первых, мы дали предложение оперативному штабу, вышли на оперативный штаб с этим предложением и решением протокола оперативного штаба. Были закреплены полномочия за разными ведомствами, за нами, чтобы мы выписывали постановления, осуществляли санитарный досмотр в аэропорту и железнодорожном вокзале. И кроме того, тот вот пассажирский транспорт, который приезжает, тоже, чтобы контролировали. И Министерству связи, у них свои полномочия, чтобы они там обеспечили анкетирование этих пассажиров в пути. Скажем, если с самолетами, с железнодорожным транспортом полегче, мы знаем точное время, когда они приходят. К этому времени наши сотрудники выезжают, мы знаем, сколько людей едет, и у нас уже с готовыми бланками постановлений выезжают на место, и просто фамилии, личные данные вставляем и сразу на месте вручаем нашим гражданам, которые будут находиться на территории нашей республики, сразу вручаются постановления. То вот с пассажирским автомобильным транспортом там труднее, то есть подгадать точное время очень тяжело бывает, когда потом, как говорится, по следам, когда нам списки представляются, уже представляет Министерство транспорта, тогда мы уже выходим и как-то их стараемся найти, выписать постановление, передать в полицию, если мы их не находим, и дальше уже полиция по ним работает. Но значительно осложняет дело то, что приезжают люди, у которых московская прописка, и даже если в аэропорту смотрят по паспорту, выписывают, то или называют неправильные адреса, или адреса называют те, которых, в общем-то, выдуманные адреса какие-то. И найти их тяжело бывает.
Еще раз хотелось бы обратиться. И многие сейчас, да, тенденция есть, и многие, наверное, знают, у многих родственники сейчас едут просто на автомашинах. То есть собираются по несколько человек и автотранспортом. Они у нас вообще как бы остаются неучтенными. Остается только надеяться на здравый смысл этих людей, потому что, проезжая по многим регионам, они, наверное, останавливаются, входят в контакты с другими людьми, но хотя бы выходят чашку кофе выпить или чашку чая. То есть контактов очень много, в том числе и с грязными поверхностями. Я не думаю, что все они соблюдают гигиенические требования и правила личной безопасности гигиенической. Хотелось бы предупредить, у нас идет очень такая опасная тенденция, когда растет количество, выявляются инфицированные медработники, инфицированные врачи. Мы уже говорили много раз, что на передней линии огня, это понятно, что вот специализированный стационар, там люди полностью, врачи заходят экипированные, полностью закрытые, и то они не полностью защищены от этой инфекции. А когда вот работают, скажем, участковые врачи, которые приходят, у нас есть хронические больные, на время инфекции никто же не отменил сердечно-сосудистую патологию, онкологические больные есть. Есть люди с хронической соматической патологией, заболеваний бронхолегочной системы. То есть очень много хроников. И когда к ним приезжают в гости, вот они приехали с Москвы, придут в гости, как бы оказать внимание своему родственнику больному. Вот такие вещи делать нельзя. Лучше это сделать по телефону, спросить о здоровье, пожелать всего хорошего, но не подходить близко. Просто если вот такой хронический больной будет помещен в стационар, в те стационары, которые сейчас у нас работают, в сменном режиме, с большим напряжением медики работают. Если они в сердечно-сосудистое отделение, в кардиологическое отделение попадает такой больной, и он вдруг окажется инфицированным, на второй-третий день даст температуру и окажется зараженным коронавирусной инфекцией, у нас все отделение придется закрыть. Все врачи, которые там есть, их придется тоже посадить на карантин. То есть вот такая очень тенденция. Это понятно, что идет эпидемический процесс, но тем не менее, даже несмотря на то, что высокая контагионность, что это воздушно-капельная инфекция, соблюдением каких-то обычных профилактических мер мы можем предупредить вот такие вот негативные последствия. Поэтому еще раз большая просьба к молодому, активному населению, наиболее подвижному, которым сейчас вот дома не усидеть, или которые приезжают из других регионов. Берегите пожилых людей, берегите тех ваших родственников, у которых хронические заболевания, потому что цепочка будет от этого, скажем, переноса, от этого инфицирования будет очень долгая, длительная и неблагоприятная. Если свадьбу еще можно отменить, похороны отменить невозможно. И это понятно, что люди идут, соболезнуют. Но даже вот в этой ситуации, наверное, как-то надо отказаться от некоторых вещей, которые могут привести к инфицированию. Существует определенная социальная дистанция. Люди пришли соболезновать, сразу их нужно отправлять. Принесли они соболезнования, сразу не усаживать, не угощать, сразу отправлять, чтобы люди во дворе не скапливались. Вот сейчас такое время, когда немножко по-другому на эти вещи взглянуть, хотя бы на период вот этого эпидемического процесса. Я считаю, что вот это именно вот наш национальный менталитет привел к тому, что вот немножко у нас мы оказались чуть-чуть впереди. Но опять же, принятие каких-то дополнительных мер, сейчас мы вышли с предложением, и Министерство внутренних дел тоже предлагает ввести карантин, то есть ужесточить ограничительные мероприятия, поскольку вот этот рост нам нужно как-то сдержать его, немножко остановить этот процесс, чтобы наши больницы, скажем так, не заполнились мгновенно, чтобы у нас не было тяжелых больных. И это то, что вот как раз в наших руках, и что это мы можем сделать. Во всяком случае, нужно очень постараться.